Сегодня день рождения и праздник для людей. Библиотека наша модельная теперь. Теперь не только книжки откроют белый свет. Девчонкам и мальчишкам поможет интернет. С такой библиотекой учиться лучше станем. И в 21 веке республику прославим. В 1950 году в Подгорном была открыта профсоюзная библиотека совхоза имени Ленина. Размещалась в совхозной конторе. Книжный фонд составил 539 экземпляров, читателей 65 человек. До 1956 года библиотекарем на общественных началах работала Красноперова Александра Никитишна. Долгие годы в библиотеке работала Глушкова Екатерина Васильевна. Библиотека со временем увеличивалась. В 70-е годы читателей уже насчитывалось более 750 человек. Библиотека переехала в здание нового Дома культуры. В 1992 году поменяла свой статус, вошла в состав Киясовской централизованной библиотечной системы. Заведующая Санникова Альфия Раисовна. Сегодня Подгорновская библиотека поднялась на новую ступень своего развития, получив статус модельной библиотеки. С 2009 года при поддержке федеральной целевой программы «Культура России», а с 2011 года при поддержке республиканской целевой программы «Культура Удмуртии» Национальная библиотека Удмуртской республики реализует проект создания модельных библиотек в Удмуртской республике. За 4 года в республике открыто 5 модельных библиотек. Для всех, для вас это такой большой праздник. И сейчас, когда часто приходится слышать, что люди стали меньше читать, пропадает интерес к книге, я вижу, что в этом селе интерес к книге высокий, потому что и дети пришли, и среднее поколение, и более старшее поколение. Все они сегодня находятся в этом зале, и все они, я думаю, читатели нашей этой библиотеки. Сегодня у жителей большого прекрасного села вашего есть возможность выйти на сайт нашей библиотеки национальной и посмотреть наши ресурсы. У нас они очень большие. Чем хороша вот эта связь интернет? Тем, что можно не все иметь у себя, а пользоваться тем, что есть у других. Достойный путь прошла Подгорновская сельская библиотека вот до сегодняшнего дня. И эта заслуга, я считаю, общая. Всех читателей, сидящих здесь в зале, всех тех многих, кто вложил свой вклад в открытие еще тогда, в 50-м году, сельской библиотеки здесь и в развитие. Это и библиотекари, имена которых сегодня прозвучали, и это и читатели, потому что когда мы стали перед выбором, где же, на какой базе открыть модельную библиотеку у нас в Киясовском районе. И, конечно, без долгих колебаний решение общее было принято, что это в Подгорном. Подгорном, потому что действительно здесь и одна из лучших наших сельских библиотек, здесь и по количеству читателей, и по работе с книгой. Я даже все это перечислять не буду. Нам остается только порадоваться, дорогие читатели, что вы на себе с сегодняшнего дня все это узнаете, что это такое, и поймете, что вы счастливые люди. Так хочется всех поздравить с таким большим радостным событием. Сколько бы мне ни говорили, что в век компьютерных технологий книга не нужна, это неправда. Книга нужна всегда. И ничто не сравнится с книгой, которую можно открыть, перечитать. Вообще, по-моему, любимая книга – это как член семьи. И вот сегодня, посмотревши на то великолепие, которое появилось в Подгорновской библиотеке, мне просто захотелось стать читателем. Поэтому
подгорновцы ощутят все это богатство книжных знаний на себе, все это можно будет прочитать. Вообще вот у меня такое сожаление, что как много в мире книг, которых я не прочитала, потому что на все, наверное, и жизни не хватит. Поэтому дети, вот особенно к детям хочется обратиться, что если сейчас наши детки поймут, как важно уметь читать книгу, как важно в ней находить ответы на те вопросы, которые стоят, то можно не сомневаться, наши дети всегда будут уважать и любить книгу.